С букетом роз Рустам Минниханов приехал на кладбище. Здесь, на аллее почетных жителей Лениногорска, похоронен герой России Дамир Исламов. Президент возложил цветы к его могиле. Также цветы возложили члены правительства и руководство района. Отсюда Рустам Минниханов отправился домой к родителям Дамира. Выразил искренние соболезнования. Он подчеркнул, семья воспитала достойного сына, который с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной. Наши соболезнования – это большая трагедия для всех нас, для вашей семьи особенно. Потерять ребенка. С этим надо будет жить. Да, с этим надо жить. Да, у меня тоже Тоже сын погиб. старший сын погиб. Все равно он каждый день. Да. Я очень понимаю. Ничем это никак. Ничем, Да. абсолютно. Ничем это не за... И никакие утешения. Да. Это, да. Ну, держитесь. Держитесь, очень сложно, особенно для мамы, ну и для папы, конечно. Куда Родина скажет, туда и пойдет. Он дал клятву. Да. Но На все служение равно Родины, да. вот до Дамира в одном танке Да. с одной республики. Бойца таких. Ну, их трое, все три, конечно, не герои. То, что они сделали, это подвиг, конечно. Дамир Исламов был младшим ребенком в многодетной семье, учился в 6-й школе Лениногорска, хотел стать стоматологом, но выбрал карьеру военного и поступил в Казанское высшее танковое училище. В октябре ему исполнилось бы 26 лет. Уже будучи в училище, стал добиваться очень больших высот, потому что он, когда я работала в Хабаровске, они приехали в Благовещенск на танковый биатлон. Он выиграл, его экипаж выиграл 2-е место по России. И мы уже поняли, что этот человек останется в строю и будет до конца военным человеком. В апреле на доме рядом с танковым училищем, где учился Дамир Исламов, создали огромный мурал. Хотят поставить и бюсты героя России. Проект создания 2 бюстов, которые будут установлены один на его родине в городе Лениногорске и второй на аллее героев выпускников училища. Автор мурала Дамира Исламова, казанский художник Азат Алиев, работал над портретом Дамира Гелимханова. Полотно в честь героя России появилось в Казани, во дворе дома, где он жил. Это совместная идея с родителями Дамира, с военными и общественниками. Работа над фасадом длилась 5 дней, что довольно быстро для 9-этажного рисунка. Что касается основной задумки, родители Дамира говорили, что он всегда улыбался и просили изобразить его улыбающимся. То есть таким он запомнился. Дамир Гелимханов родился в Казани, окончил 42-ю школу, затем колледж, армия и контрактная служба. Многие жители этого двора на Завойского знали Дамира и гордятся тем, что его память увековечили. Очень удачно и узнаваемо сделан портрет. Хорошо, конечно. Это я считаю, что это вообще очень здорово. Гордость прям берет. Молодец парень. Жалко, конечно, что погиб. Как отметил Рустам Минниханов, татарстанцы, участвуя в спецоперации, мужественно выполняют свой воинский долг. Верные присяги выполняют свой священный воинский долг. В операции погибли 62 воина-татарстанца. Из них 2 человека удостоены звания Героя России. 12 награждены Орденом Мужества. 1 представлен награждению Ордена Мужества. В Татарстане будут увековечивать имена всех своих героев. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Фируза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Казань, Лениногорск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.